Мы вновь вместе и продолжаем знакомиться с фонетикой казахского языка. Хочу напомнить, что правильное произношение мягких и твердых гласных – главная задача нашего урока. Сегодня я познакомлю вас с мягким гласным звуком «ө» и его твердый парный звук «о». Сравните звучание «о» – твердый звук, «ө» – мягкий. Попробуйте повторить вместе со мной. «О», «ө». А теперь постарайтесь услышать разницу и в произношении слов. Кош, көш. Услышали? Кош звучит твердо, так как в нем твердый гласный звук «о». Көш – мягкое слово, в нем присутствует мягкий звук «ө». Хочу напомнить, что слова в казахском языке могут быть или твердыми, или мягкими. Это главный фонетический закон. Давайте прочитаем еще несколько примеров. Тон, төн, қол, көл, тол, төл. Разница в звучании очевидна, так как твердый звук «о» дает твердое звучание, мягкий «ы» – мягкое. Наверное, вы уже почувствовали, что правильно произнести звук «ы» не так-то просто. Давайте попробуем найти аналог в русском языке. Для этого предлагаю совсем несложное упражнение. Аналог звука «ы» есть в слове «летчик». Давайте протянем звук «ы» после «л». Летчик. «ы». И сразу читаем казахское слово «өмір». Еще раз протянем «ы» после «л». Летчик. «ы». И читаем казахское «төрт». Вот так уже гораздо лучше, и это очень важно. Правильное произношение гласных звуков в казахском языке играет большую роль. От этого зависит смысл слова. Вот, например, «қол» – рука, «көл» – озеро. А вот еще один пример. «Ор» – яма, «өр» – подъем. Сегодня мы познакомили вас с мягким гласным звуком «ө». Урок завершен. До встречи. Сау болыңыздар.